За 2 последних года на поддержку Интаугля бюджет республики выделил порядка миллиарда рублей. Из них 160 миллионов ушли на погашение долгов по зарплате и иным социальным выплатам горнякам. Кроме того, руководство региона сегодня активно убеждает федеральный центр, у Инты есть перспективы. На складах шахты уже лежит более 180 тысяч тонн сырья. Череповецкая АГРЭС готова покупать уголь, железнодорожники готовы его перевести. Сейчас правительство Коми ведет переговоры о снижении тарифа. Мы договоримся на эту тему. Если ЖД посчитает, что они имеют такую возможность решить эту задачу, и это не будет никак перекладываться на других потребителей, значит, тогда по их докладу правительство может принять какое-то решение. Если нет, значит, будем получать ровно столько, сколько выработали. Но еще раз говорю, на гора сегодня поднято 180 тысяч. Давайте их отгрузим, получим деньги и будем исходить из того, что у нас сегодня есть на развитие 120 миллионов. А дальше по реализации этого минимального плана будем исходить с тем, что у нас может быть дальше. Кроме того, по предварительным данным, Череповецкая АГРЭС, возможно, отложит переход на газ на 2021 год. А значит, у Интаугля в течение 5 лет будет постоянный покупатель. Но для этого само угольное предприятие должно выполнять все договорные обязательства. Участники встречи пришли к выводу: нужен человек, который сможет выстроить грамотную стратегию сохранения Интаугля. Мы имеем дело с коллективом, который вот за эти годы, в принципе, утратил волю и сбалансированность в работе. И по сути дела сегодня мы все время сталкиваемся с позицией «дайте», а при отсутствии ответа на вопрос «откуда?», за что и что дать. Поэтому вот это предложение Ли, оно актуально, потому что во главе такого коллектива должен в обязательном порядке быть лидер, который знает шахту от А до Я. К сожалению, шахта последний год живет без такого лидера. Глава подчеркнул, республика помогала и будет помогать градообразующему предприятию Инты. Но без личного желания коллектива работать и создавать никакие усилия властей не дадут результата. Чтобы шахта и город жили, необходимо объединять усилия. Стабильность и славу Инте можно вернуть только сообща, подчеркнул Сергей Гапликов во время церемонии награждения шахтеров. Там наградами отметили тех, кто, несмотря на трудности, продолжает трудиться во благо республики. Елена Кононова, Николай Богданов, телеканал Юрган, Инта.